Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Каменный обвал на стратегической трассе в Кыргызстане временно парализовал сообщение столицы с курортным Иссык-Кулем. Новые подробности ареста Сабира Валиева в Молдавии. От гражданства Таджикистана оппозиционер отказался еще 7 лет назад. Таджикская прокуратура начала проверку заявления адвоката Максуда Ибрагимова о многочасовых пытках подзащитного. 2,5 года за жизнь 5-летней девочки и ранение еще 9 детей. В Казахстане судят женщину, врезавшуюся в детский сад. Требую зачистить Москву. Мэр российской столицы пообещал устроить нелегкие времена трудовым мигрантам. Начали появляться новые данные об аресте в Молдавии Сабира Валиева, таджикского оппозиционера, заместителя главы Конгресса конструктивных сил, то есть оппозиционных движений республики. Оказывается, Валиев еще 7 лет назад отказался от гражданства Таджикистана. В розыск его объявили еще в марте. После того он приехал в Молдавию и 3 месяца спокойно там жил. А вот арестовали его только после того, как он вознамерился вылететь в Стамбул. Генпрокуратура Молдавии ожидает от Таджикистана всех необходимых документов для начала экстрадиции оппозиционера на родину. Для этого у республики есть 40 дней. Правда, непонятно, как можно экстрадировать в Таджикистан человека, который, по сути, уже не является гражданином этой страны. 7 лет назад Валиев принял гражданство Киргизии и отказался от подданства Душанбе. По мнению защиты Валиева, экстрадиция оппозиционера невозможна, так как то, в чем он обвиняется, не считается в Молдавии преступлением. По сути, вина Сабира Валиева заключается в том, что он критиковал власть в интернете, размещал видео с митингов и распространял информацию о новых пикетах. В Кишиневе это считается свободой слова, а не экстремизмом, как в Таджикистане. Как может быть выдан стране человек, гражданство которой он уже не имеет? Может ли повлиять на это дело политика? Ведь Кишинев может просто не захотеть конфликтовать с Душанбе из-за одного человека. На эти вопросы и о том, как прошла вчерашняя встреча адвоката со своим подзащитным, рассказывает защитник Сабира Валиева Иван Мазур. На связи Молдавия, Кишинев. Насчет меры пресечения, вот сегодня должен решить суд через полчаса, то есть у нас есть судебное заседание насчет меры пресечения. Насчет экстрадиции защита не согласна с экстрадицией его в Таджикистан, потому что это политически мотивированное обвинение, как мы считаем, и у нас не предусмотрено как преступление в Республике Молдова. То есть позиция защиты такова. К этому стремимся, чтобы его освободили. Вот сегодня будет суд применение в отношении, то есть применение в отношении его ареста или нет. То есть вот сегодня должен решить суд через полчаса. О том, какая судьба может ждать Сабира Валиева, можно судить по следующим новостям из Таджикистана. Адвокат другого оппозиционера Максуда Ибрагимова, приговоренного к 17 годам заключения в Душанбе, подал ходатайство о проведении прокурорской проверки на предмет применения пыток к Максуду Ибрагимову в ходе следствия. Суд запрос адвоката удовлетворил. В течение судебного разбирательства сторона защиты неоднократно заявляла о пытках и избиениях Максуда Ибрагимова. Однако первая реакция суда появилась только после того, как был вынесен приговор – 17 лет строгого режима. Приговорили к столь суровому приговору оппозиционера за организацию экстремистского сообщества, хотя никаким судом не было признано, что организованное им в России движение «Молодежь Таджикистана за возрождение» является экстремистским, а также за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, то есть за публикацию в интернете статей критического характера о политике и экономике современного Таджикистана. Максуд Ибрагимов также отказался от таджикского гражданства, приняв российское, но это не помешало Душанбе выкрасть его из Москвы и привезти в багажном отделении через границу на суд. Таджикские спецслужбы заявили, что Ибрагимова лишили российского гражданства. При этом ФМС России на все запросы адвокатов отмалчивается, словно партизаны в белорусских лесах. Пойдут ли молдовские спецслужбы по пути своих российских коллег, или же киргизское гражданство спасет Валиева от экстрадиции на историческую родину? Были ли случаи экстрадиции политических беженцев из Молдавии, рассуждает молдавский журналист Александр Токарский. Нет. Практики экстрадиции у нас в Молдавии пока не было. Вот такой оппозиционеров были как люди, объявленные в розыск Российской Федерацией, граждане Российской Федерации, конкретно чеченцы. И это рассматривается сейчас их дело об экстрадиции. Если вы обратитесь непосредственно к правозащитникам
молдавских, а их у нас достаточно много, неправительственных организаций. И если они поднимут этот вопрос в печати, и он будет выставлен на обсуждение в средствах массовой информации, если человек в свое время отказался от таджикского гражданства, и он и не объявлен в розыск в Интерпол, то экстрадиция, думаю, невозможна. Вчера в половине третьего дня в киргизском Боомском ущелье, через которое проходит единственная трасса, связывающая столицу с озером Иссык-Куль, сошел камнепад. В течение нескольких часов единственный выход из популярной у туристов Иссык-Кульской котловины оставался заблокированным. Пробка из автомобилей, как тех, кто возвращался из Иссык-Куля, так и тех, кто ехал на курорт, растянулась на много километров. Сход каменного обвала высотой более 10 метров и объемом свыше 2000 кубометров удалось заснять на камеру очевидцам. На кадрах видно, как люди бегут от сходящего на дорогу каменного обвала. Он перекрыл движение со 130 по 133 километр стратегической для Кыргызстана трассы Бишкек-Таругард, которая связывает столицу не только с курортными городами и санаториями Иссык-Куля, но и с Китаем. Движение по этой магистрали весьма оживленное, поэтому уже в первые минуты на дороге начала образовываться многокилометровая пробка, как из курортников, так и из большегрузов. По счастливой случайности при сходе грунта никто не пострадал. Однако в первые часы люди, напуганные обвалом камней и не понимающие, что делать, звонили в соответствующие службы и не получали адекватной помощи. Буря возмущения поднялась в социальных сетях, где активные пользователи нашли пресс-секретаря МЧС, обратились к ней с вопросами, но та предпочла переложить ответственность на Министерство транспорта. Только что разговаривала с застрявшими в самом центре пробки. Никаких представителей власти, ДПС, помощи со стороны властей они не видят. Абсолютно не понимают, что им делать и чего ждать. Скажите, пожалуйста, почему, зная о сошедшем оползне, или как там вы его называете официально, не выставлены посты ДПС, еще на объездной, чтобы разворачивали машины? Пробка-то не за 1 минуту образовалась. Минтранс обвал камнепад организовал. Вы МЧС, а сейчас ЧС. Так что нечего спихивать все на Минтранс, даже если его вина и есть в ситуации. Нужно было специалистам определить обвал, сход земляной массы, камнепад, горные породы. В этой связи мы не подтверждали, что это был обвал. Советую обратиться к Минтрансу, я не спихивала вину к ним. За более подробной инфо, ведь их техника работает. Первыми на место прибыли отнюдь не спасатели или грейдеры, а местные торговцы. Они принесли с собой вареную кукурузу и самсы. Любопытно, что мелкие предприниматели, в отличие от чиновников, прибыли к стоящим в пробке пешком и оперативно. Начавшийся скандал вынудил премьер-министра республики взять под личный контроль освобождение трассы. Через 3 часа на месте обвала появились министр чрезвычайных ситуаций, министр транспорта, вместе с которыми прибыли погрузчики, самосвалы и грейдеры. Интересно, что ранее в подобных, в общем-то, рядовых ситуациях министры на места не выезжали. Наверное, сказываются приближающиеся осенью выборы. Уже к 8 вечера дорога была освобождена, и люди наконец-то смогли проехать дальше. В Алмате прокурор запросил для обвиняемой в смерти 5-летней девочки и ранении 9 детей всего 2,5 года колонии поселения. Поводом для требования столь мягкого наказания стали заявления родителей, которые, как оказалось, претензий к подсудимой не имеют, так как им полностью возмещен материальный ущерб. В мае этого года внедорожник Land Cruiser, за рулем которого находилась 46-летняя Татьяна Семченко, снес забор детского учреждения и наехал на песочницу, где играли 26 детей. На месте трагедии скончалась 5-летняя девочка, еще 9 детей были доставлены в больницу, сообщает Ингри Ньюс. Оказалось, что женщина-водитель резко сдала назад и, не заметив ограды детского сада, влетела на детскую песочницу. Она вышла из автомобиля и увидела под колесами задавленную насмерть девочку. Сразу же на месте Семченко была арестована. Изначально процесс попытались провести в закрытом режиме. Ходатайство от представителя потерпевшего Молдаваева, адвоката Калиева, а также ходатайство от подсудимой Семченко о рассмотрении уголовного дела без участия средств массовой информации. В связи с тем, что процесс открытый, участвовать мы запретить не сможем.
На первом слушании Семченко полностью признала вину и заявила, что хотела бы заключить процессуальное соглашение с прокурором. Ссылаясь на то, что у нее рак груди 3-й степени, она просила не применять к ней наказание, связанное с лишением свободы. Судья тогда зачитал заявление от родителей погибшей девочки, а также родителей пострадавших детей о том, что претензий к подсудимой они не имеют, так как им полностью возмещен материальный ущерб. Еще несколько родителей просили взыскать Семченко определенную сумму на реабилитацию детей. По их словам, пострадавшие малыши до сих пор плохо спят и вспоминают тот инцидент. Алматинцы тогда очень сочувствовали семьям. На место трагедии они несли цветы и детские игрушки, оставляли надписи «Скорбим», «Помним», желали родителям сил пережить трагедию. Изначально родители детей были настроены весьма решительно добиваться сурового наказания для водителя-убийцы. С течением времени один за другим родители отзывали претензии, говоря, что им восстановили ущерб. И если с ранеными детьми, это еще понятно. Очевидно, что владелица внедорожника Land Cruiser весьма небедная особа, которая может оплатить и лечение, и моральную компенсацию, то как такое могло произойти по факту убийства 5-летней девочки? Почему родители вправе решать, что за выплаченные им деньги можно прощать убийцу девочки, ведь ее саму уже не спросишь? Насколько в мире распространена практика возмещения деньгами убийства человека и насколько это соответствует юридическим нормам? Интервью казахского правозащитника Ерлана Калиева. По факту убийства здесь у нас нету такого определения, чтобы откупиться и так далее. Что касается отношений Семченко, то в ней было на стадии предварительного следствия заключено процессуальное соглашение. У нас кодекс предусматривает такое понятие, как процессуальное соглашение. В том плане, что если подозреваемый, обвиняемый полностью признает свою вину, раскается в содеянном и активно сотрудничает, не только сотрудничает с органом предварительного расследования, но и готов полностью возместить принесенный материальный ущерб. В данном случае в истории с наездом ЗТП сегодняшнего судебного процесса, где по Семченко Ирина, то же самое и произошло. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ужесточить контроль за нелегальными мигрантами. ФМС и полиции стоит активно зачищать город от нелегалов. О необходимости ужесточения в миграционной сфере заявил Собянин в правительстве Москвы, сообщает «Коммерсант». По его словам, в столице успешно функционирует новая патентная система. В частности, с начала года было выдано почти 300 тысяч таких документов. Доходы бюджета от их оформления выросли вчетверо, до почти 5 миллиардов рублей. Тем не менее, Сергей Собянин посетовал, что на руках у многих старые патенты. Не все за них платят, поэтому пришло время для ужесточений. Подчиненным дано поручение подключить полицию и ФМС, чтобы мы активно зачищали город от нелегальных мигрантов. Почему московский градоначальник оперирует лексикой «зачищать город» в отношении мигрантов, которые больше подходят для описания освобождения оккупированной территории от врагов? Почему Сергей Собянин оперирует цифрой в 2 миллиона нелегальных мигрантов, которые якобы присутствуют в Москве, хотя известно, что эта статистика касается всей России? С чем связано очередное закручивание гаек для мигрантов, нам рассказал профессор Санкт-Петербургского европейского университета, этнолог Сергей Абашин. Я думаю, что вот последнее заявление мэра Москвы, оно, во-первых, неприемлемо по форме. Употребление выражений «зачищать от нелегальных мигрантов» является, по меньшей мере, оскорбительным. Понятно, что люди нарушают какие-то правила и нормы, но они нарушают не по своей воле и остаются, в общем-то, полноценными людьми и гражданами других стран, и они не совершают никаких уголовных преступлений тяжелых. И термин «защищать», который как бы имеет такую негативную форму, очищать от грязи или там зачищать от военных преступников, она, в общем, оскорбительна и неприемлема для чиновников и вообще для СМИ, для политиков и так далее. Что касается самого заявления, что вот наступило время каких-то решительных действий, вы знаете, ничего такого в миграционной сфере не происходит, что говорило бы о необходимости каких-то радикальных изменений и каких-то радикальных мер. Мне кажется, что это заявление связано с началом предвыборных циклов в России. То есть вот мы знаем, что в сентябре начинаются выборы по всей России, в том числе будут выборы в Московской области, но не в Москве, а уже в следующем году будут выборы в парламент. И я думаю, что
нынешние власти, в том числе региональная власть, начинают вот таким образом готовиться к этим выборам, вытаскивая на свет опять вот миграционную тему. В Москве вчера начались Дни культуры Таджикистана в России, которые стартовали в концертном зале филармонии имени Сергея Рахманинова. На сцене выступили известные концертные исполнители и коллективы из Таджикистана, которые не только навевали таджикистанцам напевы Родины, но и знакомили россиян с самобытной культурой республики. В фойе развернулась фотовыставка. Дни культуры Таджикистана в России – это радостное событие не только для республики, но и для всего российского общества и дружественных народов, которые уважают, ценят и любят высокую культуру нашего народа. Думаю, что общественность России давно уже хотела познакомиться с древней культурой Таджикистана. Раньше, когда проводились такие дни культуры, залы были переполнены, потому что настоящих поклонников таджикской культуры много. И я думаю, что важнейшая задача, которая стоит перед посольством Таджикистана в России, это повышение уважения у людей иных культур к культуре нашей. Проведение этих дней в Москве и Калининграде – это по-настоящему радостное событие для таджиков и всех друзей республики. Это моя родина. Я там родилась, жила, училась. Вот, а по семейным обстоятельствам вот сейчас в России нахожусь. Очень тепло вспоминаю, конечно. Детство, отрочество, юность, я там училась. Многие меня знают, я всем передаю привет. Это были актуальные события Центральноазиатского региона. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.